Ну, теперь о наиболее важных для якутян законах. Изменения в антиалкогольный закон депутаты Госсобрания Илтумен рассмотрят только осенью. Тем не менее, сегодня профильный комитет по инвестициям и экономической политике обсудил возможные изменения. О новых правилах закона расскажет Александра Хлопкова. Для того, чтобы якутяне стали пить меньше алкоголя, руководство республики принимает самые жесткие законы. В ход идут ограничения на продажу алкоголя, которые уже давно используются на Западе. Лицензирование, требования к торговым объектам, ограничение времени. Но, несмотря на это, предприимчивые граждане находят лазейки. 5 мая для некоторых торговых объектов стал неожиданным. Магазины, которые торгуют алкогольной продукцией, посетил с проверкой глава Якутии Егор Борисов. Лицензия, разрешение кто дал? Мэрия. Мэрия? Город ехал сюда. Представляешь, у вас вот в одном первом этаже несколько магазинов. Зачем? Да. Ну, это вы же даете. Вот в одном пятачке 7 магазинов. Это вы же даете. У нас же нету такое ограничение, если у них... Ну, ограничивайте, а почему? Кто запрещает ограничивать? В итоге Илдархан инициировал 2 законопроекта. Один полностью лишает полномочий выдавать лицензии 7 районам Якутии. Отметим, что эти улусы республики пока имеют право выдавать лицензии для продажи алкогольной продукции. В будущем этой процедурой займется новый департамент по выдаче лицензий при Минсельхозе. Также одна из лазеек для нашего – это магазины, имитирующие деятельность по оказанию услуг общественного питания. Они установили 1-2 столика, и независимо от времени суток там всегда толпятся любители выпить. Новые изменения в проекте закона касаются именно таких магазинов. Предлагаемый проект, во-первых, позволит ограничить доступность алкогольной продукции, обеспечит достаточную удаленность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции от жилых кварталов путем запрета продажи алкогольной продукции торговых объектов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Однако с изменениями не согласны бизнесмены. Мы даже все магазины позакрываем в городе, но вынесем, то есть по разным там причинам за город. То есть люди все равно как пили, так они и будут выпивать. Просто они будут приезжать, возможно, больше закупать. То есть тем самым, в принципе, правительство, получается, наносит, то есть ущерб предпринимателям. Я прошу подключить общественников к этой работе и массово закидать по проверке и налоговой, прокуратуру, и Роспотребнадзор, чтобы они проверяли, выправить ситуацию. По закону на разработку и проведение общественных слушаний законопроекта дается 52 дня. Все эти изменения в закон депутаты рассмотрят только осенью. Александра Хлопкова, Альбина Пермякова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.